Salam, hormatly yurttaşlar. Bizim bugünkü duşuşumuz ve gepleşigimiz rus tilinden alınıp barylacak. Sebäp bizim mihmanymyz Ukrainaly. Asly Türkmenistany, soňra Ukraina gelip şu mahat Ukrainanyň Zaporojye şäherinde ýol başçylaryň biri wezipesini işläp berer. Vitaliy Viktorovich Lysak bizde mihmançylykda şonuň üçin biz bugünkü gepleşigi rus tilinden barmakçy. Уважаемые соотечественники, так скажу, наверное, или сограждане. Да, сегодня у нас в гостях Виталий Викторович Лысак, вы уже знаете, мы с ним уже не первую беседу ведем. Вот. Он наш земляк с Туркменистана, ныне проживает в городе Запорожье, Украины. Вот. И там, как вы знаете, идут сейчас очень такая напряженная ситуация, бои идут интенсивно, иногда закидывают мирное население снарядами, бомбами. Ну, обо всем этом я хотел бы сегодня мы поговорить с нашими с туркменистанцами, чтобы вы, Виталий Викторович, дали нам, насколько это можно или возможно, картину того, что произошло. Что происходит на данный этап? И что можно ожидать в будущем? И если закончится эта война, то когда? Какие прогнозы примерно? И настрой населения или граждан Украины? Боевой или пессимистичный? Какой? Так себе. Уже 11 месяцев война идет. Конечно, это не по телевизору смотреть эти картинки. Украинский народ ежедневно, ежечасно переживает или сопереживает вот то, что происходит там. Над их головами всегда день и ночь свистят пули. Если нет, то в обязательном порядке вот сирены гудят. Я слышу, кому бы ни звонил, всегда сирены. Поэтому мы бы хотели бы вам дать или предоставить слово свободно, на свободную тему о том, что и как произошло. Начнем давайте с этого, а потом, если будут вопросы у меня или у Сапар Бакшевича, он дополнит тоже. Хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие земляки. Сегодня у нас формат такой, мы встречаемся со своими и разговариваем. Это и Сапар Бакшевич, и Халмурат, это мои давние друзья. Я очень рад, что я с ними, что я их вижу. Это люди очень достойные. Но расскажу вам о Украине, о том, что у нас происходит, как происходит. Началось все 24 февраля. Началось с обстрела. Мы услышали первый раз в жизни своей, как взрываются ракеты на территории твоего города. И началось, я как раз тогда был на больничном, болел ковидом. Проснулись, услышали свист летящий, не свист, а звук летящей ракеты. А потом раздался взрыв. Так началась у нас эта война с Россией. Кто бы мог подумать, но там сидит человек, который решает свои вопросы. Ему не интересна ни история нашей страны, ему не интересно не то, какой выбор мы делаем, что мы хотим, как мы идем. Началась война. Я вам буду рассказывать только то, что я имею право рассказать. Так получается, что я работаю в органах местного самоуправления. У меня есть определенные рамки, которых я должен придерживаться. Но я вам расскажу то, что я вижу как гражданин моей страны, как житель Запорожья, как человек, который занимается некоторыми вопросами, которые для нашего города тоже имеют очень важное значение, и о том, что у нас делается, и как живут люди. То, что Халмурат сказал, сейчас я расскажу. Первое, то, что я хочу сказать. У нас народ сегодня весь единый. Мы мирный народ. Мы, украинцы, очень мирный народ. Мы хотим нормально жить, работать, чтобы воспитывать детей, внуков. Но у нас вместо этого мы вынуждены сегодня воевать. Действительно, Халмурат правду сказал. У нас сирены ежедневно, а бывают дни, когда у нас сирены начинаются в час ночи. День начинается с того, что сирена в час ночи началась, и заканчиваются сирены в 12 часов ночи, для того, чтобы перейти в следующий день. И началось опять все по новой.
Что такое сирена? Как только взлетают со стороны России, Белоруссии, взлетают самолеты, ракеты, у нас объявляется воздушная тревога по всей территории страны. Хорошо, что системы сегодня у нас работают все эти, но другого варианта нет, потому что куда полетит ракета, это известно только тем, кто ее направляет. Все эти разговоры о том, что бьются, они там рассказывать любят, о том, что они не бьют по мирному населению, они бьют по пунктам принятия решений. Извините, я насмотрелся на эти разрушения. У нас более 200 домов разрушено было, это повылетали окна, стекла. А серьезных разрушений, вот за последние только 2 месяца, 4 жилых дома, многоквартирных, рядом с которыми нет никаких военных объектов, ничего. Туда прилетели ракеты. Это по Запорожью, Виталий? Я по Запорожью называю, Халмурат. Я называю не то, что по Запорожью. Я называю по району своего города, где я работаю. Кроме того, у нас, а по всему городу, это цифры вообще страшные, колоссальные. Попадают ракеты, прилетают в частный сектор. Ну уж в частном секторе какие военные объекты? Попадают в центр города. Я работаю в центре города. У нас было 3 прилета прямо в жилые дома в центре города. Рядом ничего нет. Или мне хотят сказать, что за 1,5 километра от горисполкома это военный объект, по горисполкому стреляли. Нет, это били по жилым объектам. Специально задача, которая выполняется. Для чего они бьют по жилым объектам? Чтобы паника была. Чтобы люди начали выезжать. Тогда, когда начинают выезжать люди, ты ж, Халмурат, человек, войну прошедший, знаешь, что происходит. Заторы, все прочее, соответственно, ухудшаются коммуникации. Невозможно тогда военным сложнее работать. В общем, это просто все обычно, против нас ведется обычная настоящая война, в которой не жалеют ни наших простых граждан, ни военных наших. Нас просто пытаются подломить под себя. Я имею контакты с людьми, которые остались на оккупированной территории. Да, созваниваюсь иногда. Люди боятся разговаривать. Там, если есть даже родственники дальние, люди боятся разговаривать, которые находятся на оккупированной территории. Мы теперь знаем, что такое фраза «заберут на подвал». Это люди, у которых у нас на Украине, территория, которую оккупировали, если у тебя родственники в армии, в ЗСУ служат в наших, в Збройных силах Украины, то это обязательно родственникам или заселят солдат, или заберут на подвал. Если кто-то воевал в АТО, и человек сейчас просто живет на этой территории, его забирают на подвал. Что такое подвал? Это фильтрационные лагеря. Это лагеря заключенных, военнопленных. Для нас это все, мы это знаем, нам об этом рассказывают люди. Кто оттуда вырвался, об этом говорят. Я не говорю о тех, которые там, они не могут этого рассказывать. Но те, кто оттуда выехал, об этом рассказывают. Это то, что на той территории. Они у нас там рассказывают, присоединили часть Украины, добровольно вошедшей. Не было там никакого референдума. Провели с кучкой людей и все. Что у нас здесь происходит в Запорожье? В Запорожье у нас, я сказал, мы находимся в прифронтовом городе. У нас с одной стороны 50 километров идут бои, это Васильевка. Держим оборону. И с другой стороны, это со стороны Ореховского района, там тоже у нас постоянно идут бои. Там идет, это ближе к Донецку, туда, в сторону Донецка, на восток. Значит, что касается бомбежек, перемирия, вчера было 7 число, это пообещал там Путин до 12 часов, да. До 12 ночи 7. Я вам рассказываю тогда. Мы сидели с моим другом, вчера он пришел ко мне поздравить с Рождеством. Я сам приверженец римско-католической церкви, а он православный. Мы друзья, он зашел, говорит, давай посидим, просто поговорим. Не выпивали, ничего. И он звонит ему брат. Брат живет в Орехове. Брат говорит, вышли из церкви. Только вышли из церкви. А тут прилетела ракета, взрывы. У нас ночью вчера в 11 еще не было, 10, после 10 часов наш город опять обстреляли кассетными боеприпасами. Среди ночи я проснулся, рядом со мной, здесь недалеко, километрах в 3-4 от меня. Вы знаете, мы
Вот как мы живем сегодня? Мы живем так. Ну, Сирена, как правило, не успевает, потому что у нас по Запорожью не успевает, потому что они стреляют из ракеты С-300, а находятся они здесь рядом. Она прилетает очень быстро просто. Поэтому не успевают. У нас воздушная тревога или начинается почти перед самыми взрывами, или когда уже прошли взрывы. Мы к этому привыкли. Мы слышим, начался обстрел. Мы знаем всегда, что это до 10 ракет, может быть, от 2 до 10 ракет. И дальше мы уже все, где-то десяток прошло, пауза. Все, мы знаем, что уже на этом обстрел закончился. Мы так живем. Мы сегодня так живем. Люди в многоквартирных домах прячутся в убежищах, потому что под многоквартирными домами у нас мы пооткрывали не просто, ну, и бывшие советские бомбоубежища, но их немного осталось, а в основном люди в подъездах прячутся от того, чтобы не было, ну, чтобы не стать жертвами. Очень много нам, Украине, конечно, мы ощущаем поддержку всего мира, я скажу честно. И сейчас, Халмурат, я извиняюсь, я все-таки хочу вернуться к своим. Мы свои, мы по-своему и говорим. Я хочу очень поблагодарить тебя за ту помощь, которую ты прислал в Запорожье. Это 30 декабря Халмурат через своих друзей из Львовской области, через Игоря Боровца и его супругу, передал на Запорожье для наших военных специальные товары, медикаменты, свечки, теплую одежду, носки. У нас все это ребята принял благотворительный фонд Украинский центр защиты прав пациентов, это при медицинском учреждении. Они раздали, Халмурат, твою медикаменты, они раздали, они мне позвонили: Виталий Викторович, вы знаете человека, который отправил? Говорю, да, конечно, мы дружим много лет. Вот мы все сделали, пожалуйста, посмотрите. Они через общественную организацию «Широкий степ», это наша тероборона, там есть у нас при добровольном формировании территориальной обороны, перевожу, просто извиняюсь, с украинского на русский сразу. Щит, там отдельное подразделение «Спас». Я хорошо знаю ребят этих. Они получили все, раздали, и часть пошла, они мне говорят, часть пошла на фронт, но они вам сбрасывали, говорят, что сбрасывали вам для контроля все фотографии, фотоотчеты делали. Ну, а я получаю информацию непосредственно от того, что от людей, знаю, что оно происходит. По военной ситуации, Хамурат, я сказал то, что мы в Запорожье, а военную все-таки ситуацию у нас дает пресс-служба нашего Генштаба. Мы, ну, это будет более правильно. Я, честно говоря, аналитиков наших уже особенно не смотрю. Мы знаем, мы пользуемся официальной информацией. Это наиболее правильно, потому что, ну, сегодня очень много в Ютубе пишется всего, а мы берем официальную информацию, и потом уже у нас есть несколько аналитиков, которые на базе официальной информации тогда уже разворачивают, дают свою аналитику. У нас здесь бои, я говорю, идут рядом. Это постоянно идут здесь толковища рядом. Васильевский район, это Васильевка, прямо от Запорожья 50 километров, это недалеко от меня здесь. 50 километров это рядом. У нас как-то мы уже привыкли, что это... Вообще ко всему народ привыкает. Знаете, мы привыкли к тому, что у нас рядом идет война, что мы каждый день, у нас бомбежки, мы к этому привыкли. И вы знаете, уже по-другому люди относятся. Много людей вначале выехало, сейчас многие возвращаются, говорят, лучше жить у себя на родине. И живут у нас здесь, у себя на родине. Да, это вас так. еще раз, Халмурат, я извиняюсь, я еще в отношении вас не все закончил. Я хочу сказать, я не просто благодарен вам как человеку, тебе, другу моему, который передал гуманитарную помощь. Мне позвонил ваш друг Игорь Боровец. Он сказал, что Виталий, Халмурат приехал с температурой, больной, кашляет, простуда. И он привез это все, говорит, мы вам передаем на Запорожье, связались с вашим... Они, я так понял, они с фондом получили подтверждение от фонда благотворительно. Ну, а меня Халмурат попросил как своего друга, чтобы я проконтролировал, чтобы тут все было нормально, как положено, чтобы фонд оказался нормальным. Все проверили, все нормально. И я очень благодарен вам, тебе, Халмурат, лично тебе, как человек, который неравнодушный. Ты там давай не скромничай. Я Яшули сейчас скажу, он тебе скажет, что
я имею право тебя хвалить в данной ситуации, потому что Меньше. ты сделал большое хорошее дело. Забар Бакшич, пусть он не это самое, а то он, я вижу, кривиться начинает. Сделал дело хорошее, отчитываемся по этому хорошему делу. Получает. Правильно, можно. Я же могу сказать хорошие слова о своем друге. Виталий, это мы можем между собой сказать. А выносить на эфир мы уже и так 2 или 3 диктаторов вырастили. Не надо, давай не будем. Это все слух режет. Да, это сделано, но это же не моя личная работа. Я организатор всей этой работы, да. Тут много шведских бабушек, дедушек помогли, со своих пенсий выделяли. Бабушка вязали эти вот носочки, что ты видел, рукавички там. Да, да. Вот, кто деньгам помог. И это самое, тут и вложение есть наших туркменских вот, активистов, но я имею в виду из нашей вот это самое плеяды. Вон, Оля Шаровна с Америки, мы не успеем объявить о каком-то вот мероприятии, она впереди всех уже организовывает, оттуда посылает посильную помощь. Так что мы все, те люди, которые не безразличны судьбе украинского народа, его борьбе, справедливой борьбе, кстати. Вот. Мы делаем и будем делать все, что возможно и в наших руках. Это мы делаем всем народом. Так что меня благодарить отдельно не следует. Да, есть мое особое отношение к Украине, к его героическому народу. Я вот одно не могу понять. Вот российская сторона день и ночь глагольствует со всех трибун. Вот Украина нацисты. Дорогой мой, я вот вырос с детства. В Туркмении настолько украинцев. Потом я служил в советской армии. 14,5 лет я носил погоны. Потом Афганистан. Потом здесь вот шведцы каждый год они приезжают. Но я ни одного нациста не видел или идеи вот этого фашизма или чего-то такого. Да, они любят свою нацию. Естественно, а мы что, туркмены не любим свою нацию? Свой язык, свою культуру, свою национальную одежду? Почему нет? Свои песни. А почему мы должны петь или разговаривать на чужом языке и забывать свой родной язык? И вот так народ ассимилируется, а мы не хотим этого. В том числе и украинский народ. А он сейчас показывает на сегодняшний день, насколько этот народ, одно правильное слово сегодня золотое сказали, он един и в порыве, и в борьбе, и в отстаивании своих прав и свобод. Этот народ невозможно победить. Я вижу, вот как тут женщины, дети, старушки с Украины, все прямо вот они вот до последнего будут бороться за свою свободу. Так что зря стараются там те, которые затеяли эту войну. Они не выиграют, просто они проведут тому очень большие потери будут. С обеих сторон причем. Вот. Я не знаю, чему служат с российской стороны, как их обманывать, этих солдат, почему они идут убивать украинский народ. Украина же не напала на Россию, не претендовала на его территорию. Развелись, развалили. Союз же сами они развалили. И сами сказали, да, каждый остается на тех границах, на которых существовал до октября 1991 года. Пожалуйста. Какие еще могут быть разговоры? Россия забрала себе все представительства, все посольства Советского Союза за рубежом со всеми их имуществами, землями, замками или там строениями. Это миллиарды и миллиарды долларов. Кому что досталось? Никому ничего. Хорошо, все мало. Теперь решили Крым отобрать у них. Якобы Хрущев отдал. Вы сначала разберитесь, почему отдать. Зачем отдать? Мы в одном союзе были. И теперь при разводе, как плохой муж, у жены забирать все даренное, получается так. Как-то очень некрасиво. Ну, некрасиво это слово мягко сказано. Это он кровавым методом отбирает или завоевывает. А что, другие 4 района или области он сейчас объявил в составе России? С какого боку пропеку они принадлежали России? Понимаете? Вот это и есть имперской замашкой. Но в этом вопросе побольше информации есть у Сапарбачича. Давайте его попросим, пусть он подключится, скажет свое мнение по этому поводу. Потому что мы всегда и каждый день, и по несколько раз
Вот, говорим о ситуации Украины. Сразу Да, в трибуну. только на туркменском языке, Виталий, ты знаешь, я... Добро, я часть пойму, часть потом вы мне Я доскажете. по-русски скажу. Я Нет, мы вообще полностью разучился. разговариваем, мы решили с первого дня не вести передачи на русском языке. Будем вести Я на понял. туркменском. Да, Вот. поэтому Хорошо. я русский язык чуть-чуть подзабыл. Ну, не идет этот самый. Я послушаю, я пойму, Да? Сапаргуси. Частично пойму. Халмурат, мне о Путине или о России сказать? Или о русских? О ком? Вы имеете право говорить о конкретном зле или о общем зле для человечества. Вы можете начать с чего хотите, Сапарбашиш. Пожалуйста. Ну, это война вообще любая, какая бы она ни была, это преступление. Кроме того, которые этот самый защищают тех, которые защищают свою землю, родину. Действия России или Путина, так скажем, или его клики, ну, как человек одобрить его, ну, никак невозможно, даже с натяжкой остаться равнодушным даже невозможно. Это очень подлое, во-первых, вы же братские народы, он так говорит. Хотя кто его знает, история хорошо знает, кто есть кто есть что. Трение Украины с Россией или России с Украиной мы всегда ощущали и советской, вот при развале, так, и даже не только при развале, вот периоды перестройки, вот, так скажем, 87-й, 89-й, 90-е года. Ну, мы встречаемся со всеми республиками и знаем вот это самое отношение России к Украине, когда вопросы такие щепетильные, они вот, ну, я удивлялся раньше со стороны, это не видно, но когда вот эта кухня варится, жарится, казан кипит, тогда вот, Украину они как-то этот самый очень остерегаются или ну, того, которую они так на повестку выносят, атмосферы нет, они более враждебные. Я даже удивлялся. Например, мы туркменская делегация, там сидим, мы с Россией обсуждаем этот самый. Вот в Украине вот это давайте, вот это не давайте, или с ними поступайте вот так или так. Вот такие эти шли бы. В чем тут вы? Причем туркмены. Ну, а вот сейчас мы знаем, историю уже этот самый глубже начали изучать. Ну, это 300-400 лет идет вот такая чешба. И она взорвалась благодаря вот этим людям типа Путина. Ну, это, наверное, ихняя российская, наверное, этот самый финишная стадия развития, потому что Россию годичную или там до 2014 года Россию уже не построить. Это ушло в историю, и, наверное, сама Россия уйдет в историю. Потому что на территории России столько обездоленных народов,
и варварским методом порабощенные. Это не один, не два, а десятки, там, минимум там, больше 20. Это уже официальные эти есть, но есть народы, которые просто полурастерявшиеся, или которых уже вот самое, не знаю, как народ Красную книгу заносит, например, адыги. Да. Есть такая республика или что? Нет. Или на Кавказе, там вот сам, Дагестане. Сколько народностей есть там, народов? Вот, Кавказскую войну, столетняя война. И какой кровью Кавказ завоеван Россией? Дальше идем в Среднюю Азию. Ну, Средняя Азия на крови перешла в Россию. Перешла, но половина, например, туркмен остался в Иране, другая часть в Афганистане, отрезали границу, разделили народ на три. И у узбеков тоже так же, у таджиков почти так же. Ну, и теперь пришло время, за все это они будут, наверное, перед историей держать ответ. Вот я бы, например, поддержал бы идею, вот у нас была в 1881 году Югтопинская война. За этот геноцид они должны ответить. Мы должны спросить. И у каждого народа таких, наверное, жертв уйма, наверное. Вот история иногда имеет такой характер, она у людей, у народов вроде бы забывается, но она никогда не забывается, она может и проснуться. Вот. Путин, наверное, самый такой русский, который вот спящую вот эту историческую память, наверное, разбудил Путин. Этот самый. И это почти приведет к концу России. Через лет 15-20, может, страну такую под таким названием, может, и не будем знать или слышать. Потому что, ну, что они делают, это я, ну, в здравом уме, ну, не могу привязать к какой-то логике. Ну, вот войну вот, начинают с какими-то, наверное, реальными расчетами. Военные – это искусство все равно, война. Но у этой войны нет ни одного положительного для России момента. Мое такое, как бы сказать, очень такой, я просто негодую, я вот когда вспоминаю имя Путина, ну, перед моими глазами становится какой-то чмо. Вот, я его имел видеть в 92-й или 91-й годах, вот, там в Санкт-Петербурге. Окольными такими, этими мы были в гостях у Собчака. Да. И тогда вот один молодой человек там принимал гостей, как бы сам ухаживал за нами, как за гостями. Мне потом сказали, что через лет 10, вот этот Путин, помнишь, вот этот самый один нам там, вот это Путин, я говорю, не может быть этот самый, но он непрозрачный был, мы его так и не заметили. Но эти люди управляют страной, это, и идут войной против других народов, это
вообще этот самый, ну, уму непостижимо. Я тему вот этой войны даже спокойно так этот самый ну, смотреть, слышать, видеть ну, невозможно. Но что я хочу сказать, вот Украина. У нас очень много знакомых в Украине, ты сам знаешь, Виталий. Да, конечно. Путин помог возродиться или этот самый, сплотиться, или воссоздаться вот этому народу. Этот самый, украинцы год тому назад не были такими украинцами. Это я знаю очень хорошо. Сейчас украинцев ну, не узнаешь. Этот сам. Я им восхищаюсь просто. Этот сам. Это народ, который встал, проснулся и борется за свою свободу. И свободный такой народ, его и победить невозможно. Какие бы у них тот самый не были там по численности, по оружию, по третьему, десятому такие преимущества, то свободный народ победить невозможно. Вот, например, в Афганистане там, сколько лет война идет, ее уже никто не мог победить. Даже американцы оставили, ушли. Русские тем более. Афганистан развалил целую, Советский Союз развалил. Ну, народ свободный. Ну, я вот этот самый, так, далеко в эти вещи не хочу, этот самый, влезать. Но держитесь, мы с вами, Виталий. Мы болеем, чем можем, будем помогать. Ну, чем мы можем. Где словами, где действием, где-то какими-то информацией. Ну, Спасибо большое. ну, мы всегда с вами. Вы вот, на туркменское правительство не смотрите. Они на другой стороне баррикады. Это мы уже очень четко, ясно поняли. Но придет время, и они за это тоже будут отвечать. Спасибо. Я много не буду говорить, я слово Халмураду дам. Мгм. Спасибо, Сапар Вашиш. Ну вот, нас услышат теперь и украинские наши друзья. Вот, среди них и наши соотечественники есть, которые вот, ежедневно варятся в том же котле. Вот, вместе с украинским народом, я имею в виду студентов, рабочих, которые, разных специальностей, которые приехали в Украину и застряли там. По таким грубым подсчетам, где-то около от 30 до 40 тысяч туркменских граждан на сегодняшний день находятся на территории Украины. Чем они занимаются, как они это самое справляются, есть ли у них работа, есть ли у них питание, есть ли у них защита. Сложно сказать, потому что к нам лично, вот через меня обратились там 9 студентов, 3 из них девчонок, которые были ранены при бомбежках и перевязываться негде было. Пошло у них это сепсис или загнивание, или вот это всякое вот это вот неприятность из-за того, что не получили вовремя медицинскую помощь, или не знали, куда обратиться, или остались в обломках. Потому что у украинцев хотя бы есть крыша над головой. Если его разбомбили, он может поехать к родственникам ближним, все, одноклассникам, к друзьям, но все-таки обратиться к своему правительству. А у нас у туркмен
отняли все. У нас нет правительства. Это Сапарбакши сейчас сказал правительство. Это кучка бандитов и воров. Они захватили власть еще 30 лет тому назад в Италии. И они управляют народом так, как они хотят. Поэтому там у нас нет ни правительства, ни парламента, вот в таком широком понимании, или хотя бы что-то. Конституция есть, но она мертвая, вообще мертвая. Ни одна статья из Конституции не работает на сегодняшний день. Что можно потом говорить об этой стране и его так называемых руководителях, в кавычках? Да, Сапарбакши еще мягко сказал. Их Путин поставил, что продлевал срок Ниязову в 2000 году, что этого за уши привел, поставил в 2007 году, и теперь его сына дебила тоже в этом году, или в прошлом уже получается. Еще года нет. Потому что Россия контролирует все богатства Туркменистана. Да. Там вроде бы министерство есть, название, да, и министр на месте, а им управляет там за кулисами. Ему говорят, что надо делать. Например, взяли, построили на Каспе, это сам Туркменбашинский, Красноводском порту, построили огромный терминал по приему и отправке грузов. На туркменские деньги построили, а владеет ими и управляет россияне. И куда от Каспи груз может пойти с Туркмении? Естественно, в России. Прямо, как колония. Да? Идет прямо в Россию оттуда. Да? Не как оно есть колония. Мы как были, вот Сапарбакши говорит, это сам в 881 году, как они завоевали, они оттуда не уходили. Это все на бумаге, там мы независимость получили, нейтральный статус, это все коту под хвост. Пусть докажут. Как добровольный ДНР и ЛНР, вот примерно вот так вот. Да. Это один из областей, да, вот этого, да, получается. Жириновский же сказал, что мы примем это обратно на правых областей. Вот так вот. Да. У нас, видимо, это... пару слов. Да. Слушаю. Я пару слов могу сказать еще о нашей ситуации, что да, у нас здесь зашли они и начинают переименовывать, начинают делать якобы, что люди вступают. Я сказал, не было никаких референдумов, ничего этого не было. Мне больше всего, знаете, что поражает? Объявляют о присоединении Запорожской области. Подождите. У нас Запорожья не было ни под Россией, ничего. Как это вы присоединили, не спросив запорожцев, Запорожскую область себе? Я живу в Запорожье. Вы знаете, у нас очень, я просто, знаете, не сказал несколько вещей, которые хочется сказать. Мало того, что у нас народ как один. Понимаете, примеры вот я привожу. У нас простыми бойцами ушли директора музеев, юристы, адвокаты. Вот у нас очень, вы знаете, я сегодня немножко, как бы сказать, удар получил очень серьезный. Открываю Facebook, у нас погиб адвокат наш знаменитый, не то что знаменитый, а человек, общественник, адвокат. Денис Тарасов. Объявляется, что он погиб на фронте. Он рядовым, по-моему, пошел вообще опять. Перед этим погиб замдиректора музея нашего на Хортице, Зайцев, он депутат горсовета был. Тоже пошел человек бойцом. У нас, вы знаете, сегодня действительно весь народ как один. То, что происходит, это страшно на самом деле. И к этому... Вы знаете, мы не то, что привыкли к этому, мы с этим живем. Мы с этим сегодня живем. Мы нормально относимся к тому, что у нас вот соседи, друзья служат в армии. У меня, у нас всех в армию не берут желающих, потому что у нас требуют и по состоянию здоровья, проверяют все. Но добровольцев очень много всегда было. Те, кто не может служить в армии, служат в территориальной обороне. Каждый выполняет свою работу. У нас главное условие сейчас, каждый на своем месте должен делать все для победы нашей страны. По оценкам экспертов. Война еще не заканчивается. Все мы знаем, что будет еще попытка, скорее всего, наступления. Называют сроки. Наш генеральный штаб назвал февраль, конец января, начало февраля.
Называют, наше главное управление разведки называло окончание войны в конце лета этого, что мы победим в конце лета, освободим наши территории, пройдем по всем. Но это война, мы не можем на войне быть уверенными на 100%, что это произойдет так или иначе. Мы видели, как Россия в 18 веке захватила Берлин, а потом съездили, умерла Елизавета, и все закончилось, и войну проиграла. Все может быть, будем надеяться. Наш народ един, нам помогают наши соседи, нам помогает Запад, нам помогает большая часть всего цивилизованного человечества. Нам только надо оружие, материальная помощь, чтобы мы могли сражаться. Потому что на самом деле, вы знаете, никогда никто не задает вопрос, а как же Украина и Россия насколько разные? Так давайте посмотрим. 17 миллионов километров России. И наша площадь, мы меньше 1 600 чем-то тысяч. Население, у них 140 миллионов, у нас около 40. Я понимаю, они удачно очень воюют. То они напали на Грузию, которая размерами как один край российский. Победа, великая победа. Мне не нравится, не то, что не нравится, вы знаете, пытаются унизить Украину, говоря, что мы сражаемся с НАТО. Они сражаются с НАТО на нашей территории. Я вам говорю честно, я не видел ни одного натовского солдата в своей жизни. Я здесь живу, я вижу наших военных. По роду деятельности своей я с этим связан. Я не видел натовских солдат у нас, ни одного. Добровольцы, которые приезжают, я вам скажу честно, я их тоже практически не видел. Их не так много. Основная часть армии — это украинский народ, который встал и пошел вперед. Но я вам скажу еще одну вещь. У нас надо разделять русских и россиян. Потому что у нас на Украине наши русские это национальность. И у нас есть на Украине очень много русских, которые сражаются против россиян. Не с русскими сражаются, а с россиянами. Вот это то, что называется россияне, граждане Российской империи, то есть государства Российской Федеративной Республики. А у нас здесь ребята, вы знаете, мне как-то рассказывали еще по прошлым годам, и сейчас рассказывают. Наши сидят, разговаривают на русском языке, а с той стороны казачки из Кубани разговаривают между собой на нашем суржике. И они служат своему царю, у них царь, у них по сути не президент, у них империя, у них царь, называют они его президентом. И вот то, что спрашивается, чем их поднимают, а тем, что они за царя, они не задумываются об этом, им телевизор промыл мозги, и они пришли кого-то освобождать от кого-то. От кого вы пришли ко мне освободить меня от самого меня, от Украину от украинцев. Я не видел, Халмурат, вы не видели в Швеции нацистов и фашистов, России украинских. А я живу в Украине всю жизнь. Ну, не всю жизнь, все время живу в Украине. Я не видел ни одного украинского фашиста. Ну, видел там пару человек, больных на голову, которые там зигуют, ходят. А больше нету. А остальные просто патриоты моей страны, патриоты Украины. И спасибо за то, что вы правильно сказали. Мы любим свою, це наша країна. Україна – це наша країна, наша мова, наша нація. Але, я скажу, я извиняюсь, что перешел, мы можем здесь разговаривать на разном языке. У нас украинцы – это крымские татары, которых вы изгнали из Крыма. Это украинцы. Национальность крымские татары, но они украинцы. Также у нас есть украинцы разного происхождения, но это украинцы. И сегодня, да, есть один положительный момент, который во всей этой агрессии. Украина наконец-то встала полностью единая, плечо к плечу, рука в руке. Мы идем, мы надеемся, что скоро мы победим. Честно, не буду рассказывать, я много знаю ребят, которые сражаются. То, что они говорят, они мне все говорят, что победа будет, потому что говорят вещи такие, что ну просто не все подробности могу рассказать. Я вот хочу сказать по вероисповеданию. Сегодня пытаются раскрутить фишку. А вот римский папа как-то хочет. Римский папа выступает за примирение, за то, чтобы был мир. Но он выступает с точки зрения, чтобы остановить войну. А у нас, вот я назвал Дениса Тарасова. Денис Тарасов, прихожанин Римско-католической церкви. И вот он погиб, наш человек, наш
Про другие, я говорю, у нас сегодня погибают мусульмане за Украину. Наши мусульмане. У нас много здесь живет разных народов. И все они граждане Украины. Те, кто здесь живут, они граждане Украины. Но мы не требуем, чтобы они разговаривали только на украинском языке. У нас есть, да, у нас есть определенные нормы. Мы защищаем свой язык. Мы защищаем свой язык. Но у нас достаточно школ на русском языке работающих, на венгерском языке, на польском языке, на крымско-татарском языке. Наш закон позволяет в зонах компактного проживания разговаривать на том языке, который вам удобнее. Да, при обращении государственные органы все обязательно на украинском языке. Ну, извините, в Америке тоже не разговаривают на китайском языке госслужащие и не выступают на китайском языке. Они выступают на английском, ну а в случае необходимости могут общаться и на китайском, и на японском через переводчиков. Поэтому у нас обвинять уж кого, Украину в фашизме в каком-то, ну, в принципе, Сапар Бакшиевич правильно все сказал. Это политика, обычная имперская политика. Я одно только не пойму. У них 17 миллионов территорий, население 140 миллионов. Так вы хоть расплодитесь там-то, освойте вы свою землю. Освойте свою землю. Чего вы лезете все время? У вас дикие края, дикие места, деревни эти запущенные. Извините меня, в туалет на улицу бегают. И они, нет, мы будем, нам мало, мы пойдем защищать кого-то где-то куда-то. И пойдем захватывать другие территории. Зачем? Почему? Это страшное дело. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас будет победа. Хотя у нас некоторые наши уже, как сказать вам, выступают люди, говорят, что да, быстро не получается. Вы знаете, мы готовы к любой войне. Мы готовы воевать до победы. 10, надо будет 10 лет воевать. Знаете, у нас все говорят, война длится 11 месяцев. Халмурат, война длится с 2014 года. Да. Просто Да. она была территориально на востоке больше. Это возле меня, а у меня здесь 200 километров до Донецка. И там шла война. Там наши ребята остановили все эти процессы, выдержали. Шла война там. А это уже крупномасштабное вторжение военное. Почему крупномасштабное? Потому что, извините меня, когда такая армада заходит, когда бомбятся мирные города, это война. Я не знаю, почему он рассказывает военная операция. При военной операции воюют с военными. При военных операциях не уничтожают электростанции, тепловые станции, которые, ну, я имею в виду тепловые пункты обогрева не уничтожаются, не уничтожаются тепловые сети. А у нас бомбят, я вам скажу, у нас, да, бомбили электростанции, которые, не электростанции, а электрическую нашу инфраструктуру, которая находится возле жилых домов. И от которой питаются не военные части, а жилые города. Это попытка просто заставить нас сдаться. Оставить нас без тепла, без электричества, оставить гражданское население, не армию. И надеяться, что это сломает Украину. Україну не сломать. Україна переможе. Україна буде битися стільки, скільки треба для перемоги. Мы не будем погибать, как они говорят. Ну так возьмите, погибните за свою землю, а вы сюда придете. Не, ребята, мы за свою землю будем воевать, мы ее будем освобождать, мы будем побеждать. И мы будем все время жить свободно. Украина свой выбор сделала. Украина свой выбор сделала. Но выбор даже не НАТО и Евросоюз, как у нас некоторые говорят. Украина выбрала свободу и независимость. А заключение военных союзов, заключение союзов экономических, это право свободного народа определяться, с кем ему дружить, а с кем ему не дружить. А нам хотят, у нас самое страшное, откуда стартует. Вы не должны быть в Евросоюзе и в НАТО. А может быть, мы будем решать сами, где мы должны быть. В Евросоюзе, в НАТО. Может быть, мы союз завтра с Китаем заключим. И это будет право нашего свободного народа. То, что нам выгодно, с теми мы будем заключать. У нас в этом самое главное противоречие. Они до сих пор не могут понять, что мы самостоятельная страна. Независимая. Вы под американцами. Дорогие мои, мы не под кем-то. Мы думаем, мы выбираем себе союзников.
постоянно выбираем себе союзников. И мы ощущаем эту поддержку и помощь от других стран. Большое спасибо вам всем, кто нас поддерживает. Большое спасибо туркменской оппозиции, которая находится за рубежом, которую я знаю прекрасно, прекрасно знаю людей, себя ощущаю частью этой оппозиции, я вам говорю прямо. Да, у меня вторая родина — это Туркменистан. Это действительно, вы знаете, есть одна хорошая фраза, типа поговорки туркменской. Кто хоть раз попил воду из Шавата, сюда обязательно вернется. Это Ташауская земля, это там, где я жил, в Ташаузе. Мне это, есть такая пословица. И я вам говорю, да, я надеюсь, что я еще когда-то поеду в Туркменистан. Скоро поедем, Ташаус. Да. Скоро поедем. Я очень на это надеюсь. И там Да. туркменский народ тоже свободный народ. Свободный настоящий народ. Сперва воин, расистов на место надо поставить, им показать надо свое место. Вы уже Потом извините, поедем. что я увлекся сильно. Ничего, нормально, Виталий. Это по сердцу, от сердца все идет, от души моей. Спасибо. Я вот хотел бы немного добавить к сказанному. Вот Виталий правильно сказал, что вот война началась не 24 февраля, а в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. И, к большому сожалению, мировое сообщество, в том числе и Запад, и Америка, все остальные промолчали тогда или проглотили вот это все. Не захотели связаться с Путиным, то ли с Россией, то ли с его ядерной дубинкой, постриглись. Не знаю, что послужило причиной вот такого всеобщего умолчания. Хотя, согласно этого меморандума Будапештского 1994 года, они должны были заступиться за территориальную целостность Украины. Это же подпись стоит. И одна из этих стран, которая подписалась под этим меморандумом, отбирает у Украины кусок земли, самый жирный, у моря, такую курортную зону. Почему бы нет? Но там промолчал весь Запад. Мое мнение, конечно, если бы тогда Запад и Америка отреагировали должным образом, то сегодняшней трагедии быть не могло, в принципе, этой войны, которая вот сейчас 24 февраля. Путин думал, ему все позволят. Ну что, отобрал я у них Крым, промолчали. Отберу я у них, вот на Донбассе война идет, объявили этих самых территорию чужой страны, объявлять своими республиками. Как это можно? Вот так. Ну, он объявил, а мировое сообщество проглотило, потому что сейчас не работают инструменты регулирования таких вопросов в мировом масштабе. Он не выполняет тех должных функций, которые оно имело, или вес, который имело после Второй мировой. Сегодня, раз выносится на рассмотрение Совета Безопасности, вопрос какой-то, Россия блокирует, ему не нравится, понимаете? А там судьба миллионов, десятков миллионов людей решается в этой резолюции. Все, дали ему право вето, все. А нужно ли вот такого члена государства держать вот так? Но там же еще должна участвовать, если я не ошибаюсь, и Украина в Совете Безопасности. О, как это самое, соучастница вот всего этого образования. Ну, в общем, много казусов. Я что хотел сказать, если вкратце. Вот. Сегодняшняя война показала и раскрыла полностью вот лицо Российской империи. И в том числе и меня раскрыла гораздо. Раньше я думал, даже вот 2014 год, я думал, это блажь Путина, вот он хочет бесконечно продлевать срок своего президентского правления. Вот, Крым наш, все орали, кричали. А если к нему юридические основания, никто даже не задумывался. Хорошо, потом он на этой волне избрался вторично на 6-летний срок, а сейчас поджимает 3-й срок. Он решил пройти по Украине легким маршем, чтобы себе застолбить царский престол. Но обломился. Под ним кресло уже не выдерживает. Уже не будет того, что у них было. Сапар Башиш тут правильно сказал. Не будет.
Скорее всего, не будет даже и России в таком составе или в таком виде. Там десятки государств, которые были вынуждены или принужденно присоединены кровью и мечом к Российской империи. В Татарстане всегда бурлит. Просто мы не видим, насколько вот этот котел кипит. Также и Башкортостан. Якуты задают себе вопрос, почему мы сидим в алмазах, на алмазах, а голодаем. А почему этими алмазами дефилирует московская барышня, допустим? Народы начали уже задавать себе эти вопросы. Сколько можно посылать на войну бурятских детей, которые без образования, без ничего, даже у них, как вы сказали, туалет на улице. Они увидели украинцев, у них, оказывается, такие вещи. Унитазы начали грузить свои танки. В свое время наш вот нынешний диктатор Сапар Бакшиш сказал, он воровал унитазы в Туркменистане. Теперь вот, видимо, от него, например, берут русская орка, ворует унитазы у украинцев, когда отступает или наступает, не знаю. Ну, в общем, вот беда такая. Позволили ему сделать следующий шаг, а ему все мало и мало. Потом он, видимо, большая власть портит человека. Скорее всего так. Он уже сходит с ума. Не знает, что ему еще натворит, чтобы вот о нем говорили каждый день. Так он и за амфорой нырял, он и за журавлями летал, он и щуку ловит голым торсом, ну он еще чего-то. Ну, удалец во всем. А теперь решил по Украине пройти. А спросили, вы были совершенно правы, спросили у украинского народа, как они хотят жить, с кем дружить, в какую там хотят вступить с кем-то в союз, с кем-то развестись, с кем-то торговать. Какое ваше собачье дело? Вы обустраиваете свою территорию. За Московской кольцевой дорогой там народ нищенствует, не знаю, как в 17 веке все замерло там. Мы-то знаем. Поэтому этот народ, я имею в виду украинский, им не победит. Потому что я знаю этот народ. Потому что украинцы трудолюбивы и умеют работать. И умеют вкладывать в будущее, будущее своих детей, внуков, накапывать, дома строить, дорогу. Ну все для них. У этих русских нет такого. Вот я не видел, чтобы в России трудились, из России народ приезжал, трудился в Швеции, вот ягоду, допустим, собирал, или что-то такое, какую-то настройку работал. Нет. У них как емели на печи. Кого-то захватить, кого-то ограбить, как разбойник с большой дороги. Жить за чужой счет. Ну сколько можно? Украинцы теперь не допустят этого. И победа будет за Украиной. Я в это не то, что надеюсь, я верю в это. Сапар Бакшиш правильно сказал. Мы видим, мы знаем этот народ изнутри. Мы дружим ими. Мы знаем, вот как вот именно не сполосить. Стали свидетель, мы с ним в Одессе, да? 2000 какой был? 9-й, 8-й? 2005, по-моему. 5-й, по-моему. Или 5-й, или 7-й. Нет. После 2006 года. Это самый. 7-й, значит, 2007-й, Сапар Бакшиш. Да, где-то вот так вот. Этот самый. Мы Одессу хорошо знаем, Алмрат. Я знаю, что вы хорошо знаете, и Украину вы хорошо знаете, Сапар Бакшиш. А у меня везде, в каждом городе сослуживцы. Я хочу сказать, чуть-чуть не то, что пример привести. Халмурат, да. Германия в 1938 году начала раздел Чехословакии, и тогда мировое сообщество промолчало. И после этого Гитлер начал войну через год буквально. Вот сейчас, если бы не промолчали, раньше надо было, не в 2014, в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. На Грузию, да, совершенно прав. Да, надо было, страна ведет себя агрессивно, агрессия останавливается только силой, по-другому никакого варианта нет. Допустили, теперь мы сражаемся с этим монстром, всем народом. Извините, Хорошо. что я перебил, да. но просто... Ну ничего, вы наш гость, вы имеете право, тем более мы это за 3 года вторую передачу на русском языке ведем. Сапар Бакшиш, есть что сказать? У меня такого большого этого нету, но, Виталий, держитесь, мы с вами, и Украина победит, мы тоже.
Вы освобождаете не только Украину, вы весь постсоветский это пространство освобождаете. Вы, вы флагман в этом деле. Поэтому Да. вы боретесь и за нас. Мы даже подчеркиваем это. Спасибо. Да, мы об этом говорим. Каждая передача на туркменской, если не каждый, но через раз. Да, украинский народ сегодня воюет и гибнет и за нашу, в том числе, свободу. Потому что это самое российское, это сам как бы кулак или ладонь лежит на горле туркменского народа. 142 года. Только весь постсоветский союз, он вроде бы свободен, но он от влияния России никуда не ушел. Вы посмотрите на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, как они, ну, вроде бы так, но юлят Они в крючок попавшие давно, видимо, никак не могут сорваться с этого крючка. Видно под влиянием, очень даже видно. И вот эта украинская война, это решающий для всего постсоветского пространства. Кроме Прибалтики. Ну и Прибалтика. Кроме Прибалтики, да. Прибалтика уже он ощущает давление оттуда. И опасность, она всегда ощущается. Они знают, что такая Россия. Да. Ну что, может, на этом, может быть, и закруглимся, чтобы это самое, не слишком долго была сегодня передача. Я думаю, не последний раз мы с Виталием Викторовичем ведем вот такое собеседование. Нам было бы, конечно, очень интересно узнавать из первых рук, Виталий Викторович, чтобы вы говорили, вы как представители государственного органа, и вы как житель этого города. Вот фронт рядом, с людьми вы общаетесь, вы рассказали массу новостей, которые, туркменский, значит, слушатель, он не всегда имеет доступ ко всему этому. Вы доступным нашим языком объяснили, что есть, как теперь даже им будет легче уже усвоить и освоить, что где, чья правда, а не то, что ищут по всей Украине фашистов, не могут найти, как по Казахстану искали, вот 20 тысяч, говорят, террористов напали в январе прошлого года. И 20 человек не могут по сей день предъявить народу. Год прошел. Вот так же, наверное, с украинскими фашистами. Да. Обстоит Спасибо. дело. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы дали возможность мне сегодня принять участие в этой передаче. Я подчеркиваю, я выступаю не как сейчас, не как орган власти, я выступаю как ваш давний друг, как житель Запорожья, как гражданин Украины. Я просто говорю, потому что официально на это надо официальное разрешение, на это надо официальные давать допуски и все. Я вам всегда рад, вообще я честно скажу, всегда рад вас видеть, всегда рад с вами общаться. Любой вопрос, какой я могу помочь, подсказать, рассказать, объяснить, давайте, выходим на связь, связываемся, общаемся. А вам огромное спасибо за помощь, за моральную поддержку. И правильно вы говорите, что мы сегодня сражаемся за весь мир здесь, в Украине, сражаемся за Европу и за весь мир. За Туркменистан мы здесь сражаемся, за освобождение Туркменистана. Вы знаете, я по Туркменистану два слова хочу сказать. Народу, у которого такие природные ресурсы, у которого такие возможности, и которому не дают нормально развить свою страну, Туркменистан. Но это неправильно. Когда кучка людей забирает себе все, что принадлежит всему народу, всей нации, государству, это неправильно. Я видел это, слава богу, я и в начале 90-х в Туркменистане пожил, я видел, как это начиналось, но в то, что во что оно выродилось потом, я думаю, никто, ни вы, Халмурат, не ожидали, ни Сапар Бакшиш не ожидал. Мы не ожидали, что оно выльется там. И я боюсь, чтобы здесь чтобы тут
не было такого, чтобы не превратили тоже нас в колонию. Это страшно. Это страшно, мы знаем, как это происходит. Происходит это постепенно. Ну, у нас не получилось, они решили военным путем попробовать. Ну, пусть пробуют уже. Я думаю, пора бы уже собираться и ехать обратно им в Россию. И чем раньше они это сделают, тем меньше мы их здесь, которые сюда зашли, положим. По сути, из той армии, которая сюда зашла в тот момент, мы уже почти половину того количества уничтожили. Они постоянно подпитку дают. У нас по нашим цифрам 110 тысяч человек – это российские потери. Там 110 с копейками, это предпоследние цифры, позавчера где-то были. 110 тысяч человек. А зашло их тут в начале 170, они там все. Ну, если объявил он мобилизацию, хочет увеличить армию в 1,5 раза, до 1,5 миллиона, ну пусть увеличивает. Нам-то что, у нас будем продолжать. Нам только, чтобы оружие только было, а народ у нас, мы за свою свободу будем бороться. Мы ее не отдадим просто так. Это наша страна, наша свобода, наша жизнь. Поэтому реально и боремся мы. Спасибо, а извините, уже все, я думаю, да, действительно, мы уж как-то много сегодня. Сильно Спасибо. много тоже. Сильно Тебе хорошо, тоже это уже спасибо. нехорошо. Хвала и честь всему Да. украинскому народу. Держитесь. Мы с вами. Спасибо. Да. Спасибо за столь теплые слова, сказанные в адресе туркменистанцев. И все наше, что вы не забывайте свое туркменское прошлое, что с такой теплотой вспоминайте о нашем народе. Наш народ тоже достойный жить свободно, и скоро они будут жить, но к этому мы тоже идем. И скоро вместе придем, я надеюсь. Спасибо еще раз за то, что приняли участие. Спасибо, Да. Виталий. И победу мы желаем украинскому народу, стойкости и мужества. Спасибо.